Антология народов Северного Кавказа – это масштабный издательский проект, организованный Пятигорским государственным университетом, в который входит 21 литература народов Северного Кавказа, в том числе и ингушская литература. Это пятитомник, состоящий из поэзии, прозы, драматургии, детской литературы и произведений, написанных русскими писателями, поэтами о Северном Кавказе. Вот буквально само слово «антология» означает букет цветов, собрание цветов. И отсюда вывод, что в антологию входят самые лучшие избранные произведения народов того или иного народа. Да. Первый том вышел в 2022 году, второй том проза вышла в 2024 году, в этом текущем году выйдет драматургия. И в настоящий момент мы работаем над томом «Детская литература». Большинство произведений нами уже собрано, за исключением некоторых там. Антологию народов Северного Кавказа, как я уже сказала, организовал Пятигорский государственный университет. С нами работала непосредственно доктор филологических наук, профессор Пятигорского госуниверситета Альмира Магомедовна Казиева, за что мы ей выражаем благодарность, за то, что созданы такие условия. Вообще сама антология, мне кажется, объединяет все народы Северного Кавказа. То есть это как бы интернациональный такой том, позволяющий людям разных национальностей дружить и быть вместе. Вот моя коллега сказала о том, что вышло 2 тома антологии. И эти 2 тома, вообще сама идея возникновения этой антологии, она, на мой взгляд, знаковая. Знаковость заключается в том, что, не просто в том, что в ней участвует 21 субъектов России, а знаковость ее заключается в том, что она собирает то, что называется букет лириков, букет прозаиков, то есть лучших из лучших, и их произведения вошли в эти 2 вышедшие тома. Впереди еще 3 тома. На подходе 3-й том и потом еще 2 тома. То есть мы уже где-то в середине этого процесса. И здесь я хотела бы отметить, что те писатели и прозаики, которые вошли в состав антологии, это не предел. У ингушей есть очень большое количество, в разы больше, чем те, кто вошел, поэтому и писателей, и драматургов тоже, которые остались за бортом. Проблема заключается в том, что их произведения не переведены на русский язык. И здесь, конечно же, есть свои трудности и свои проблемы. Почему? Потому что их наследство, этих поэтов и писателей, оно остается с точки зрения русского читателя недоступным. Идея, которую запустил Пятигорский государственный университет, она знаковая, на мой взгляд, еще и тем, что она породила идею уже нашу собрать тех, кто остался за бортом, и издать еще 1 или 2 тома антологии. Это не моя идея, это идея нашего руководства, конкретно руководства Ингушского государственного университета. Я еще хотела бы отметить еще один факт, очень важный, на мой взгляд. Он заключается в том, что сам процесс работы организован здесь. Запущен он, естественно, в Пятигорском государственном университете, а каждый субъект его организовывал на месте. И его организация, она тоже заняла какое-то время. Были собраны материалы, люди, ресурс. И из них были отобраны те, которые должны были осуществлять этот проект. В итоге запуска этого процесса мы хотим отметить тот факт, что все условия для того, чтобы мы сегодня сделали эти 2 тома и запустили 3-й том, включая наше руководство, все мы благодарны за этот факт, что он запустился, и мы можем сегодня спокойно работать. И благодарность я, конечно же, прежде всего хотела бы выразить руководителю проекта. Это Горбунов Александр Павлович, это его заместители, и это человек, который непосредственно с нами работал. Казиева
Альмира Магомедовна. И, конечно же, я хотела бы выразить благодарность руководству Ингушского государственного университета, организовавшего этот проект, организовавшего работу и создавшего условия для удачной и плодотворной работы.